Европа больше не молчит. Путин признал украинский суверенитет. И смогли ли договориться русские и американцы в Ар-Рияде? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. ЕС готовит гигантский пакет помощи Украине — 700 миллиардов евро. Утечка шокирующего плана Трампа. Что предлагают Зеленскому? Российский теневой флот тонет по всему миру. Дело идет к глобальной экологической катастрофе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Мнение Кремля резко меняется. Путин признал украинский суверенитет, Зеленского президентом. Усы кремлевского диктатора заявили, что вступать или не вступать Украине в ЕС должна решать сама Украина. Кроме того, говорит Путин голосом Пескова про переговоры с Зеленским. Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина. Теперь риторика говорящих голов в РФ или из РФ меняется. Мол, наконец-то мирные процессы могут начаться, наконец-то демократия. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру, наконец, активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться. Естественно, что все те, кто сейчас работает над этим, анализируют, в том числе и все предыдущие попытки положить конец вооруженному противостоянию на востоке Украины. А вот венгерский премьер заявил, что шанс упущен в принципе для Европы. То ли он намекает, что для всех и мира не будет больше, то ли он имеет в виду именно Европу и перекладывает все на Соединенные Штаты. Мы несколько раз призвали крупные страны ЕС. Венгрия не может взять на себя эту роль, но за последние 3 года крупные страны должны были сделать шаги в сторону мира, но не застряли в стороне от войны. И мы тщетно убеждали их перейти на сторону мира, но они этого не сделали. И теперь мы можем наблюдать со стороны, как самые важные для нас вещи делаются без нас. Но переговоры в Ар-Рияде продолжаются, там встречаются американская и российская делегации. О каких-либо уверенных результатах говорить пока рано, но процесс хотя бы не стоит на месте. Я не думаю, что был какой-то предмет конкретный для обсуждения контекста российской войны, завершения этой войны, а больше для возобновления коммуникации уже на публичном уровне, с участием тех ключевых представителей, которые определяют подготовку к возможной встрече уже на уровне Трампа-Путина. Вот, в частности, Рубио, кстати, государственный секретарь США, он об этом позначил в своем интервью буквально там на полях этой встречи, что кто сказал, что мы уже конкретно будем что-то обсуждать, к чему-то договариваться, если мы, в принципе, встретились для того, чтобы подготовить, определить контуры, каким образом дальше нам двигаться в этом направлении. И он, кстати, обозначил, что, в принципе, конечно же, европейские партнеры и Украина должны быть в этом процессе. То есть понятно, что это дипломатически пытаются они также, американцы, преподнести эту всю ситуацию, но в то же время задачи как таковой к чему-то уже непосредственно прийти или договориться не было. Условия сделки, предложенной Трампом Украине, хуже, чем репарации для Германии после Первой мировой. The Telegraph раскрыла громкую утечку. Суть плана: США получают контроль над украинскими ресурсами от полезных ископаемых и газа до портовой инфраструктуры. Вашингтон отбирает 50% доходов от добычи ресурсов, получает право первой покупки и диктует правила их использования. Фактически это экономическая колонизация, пишет издание. В Киеве документ вызвал панику и шок, потому что по этим условиям Украина теряет не просто ресурсы, а контроль над собственной экономикой. Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей. Именно так выглядели бы приоритеты новой помощи.
The Telegraph напоминает, что Зеленский сам предложил доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на поддержку США, но явно не ожидал таких кабальных условий. Если бы план приняли, Украина бы платила больше, чем Германия после Первой мировой. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Европа больше не молчит. То, что раньше обсуждали шепотом, теперь официально на столе. В Европе начались открытые переговоры о возможном вводе войск в Украину. Громкий поворот. На столе план размещения до 30 тысяч военных, которые не будут участвовать в боях, но станут живым щитом против возможного нового наступления России. Франция готова отправить 10 тысяч человек. Как ответит на это Москва? Готов ли Кремль к такому риску? Страны по очереди высказывают свои позиции. Конечно, хорошо, если Украина сама позаботится о своей обороне, как она это делает сейчас. Но мы должны будем продолжать поддерживать Украину. И если это необходимо, если гарантии безопасности означают, что нужны европейские войска, то я думаю, что Нидерланды должны, по крайней мере, вступить в дискуссию. Франция, Британия и Швеция допускают отправку военных. Польша не против помочь логистикой, но своих бойцов пока не дает. А вот Германия и Испания тормозят процесс, заявляя, что еще рано. Два мощных взрыва раздались ночью в порту Савоны. Пострадал нефтяной танкер Sea Jewel, который, по данным СМИ, может быть частью российского теневого флота. Судно ходит под флагом Мальты, перевозит нефть. Взрывы повредили его ниже ватерлинии, но, к счастью, разлива топлива и больших жертв удалось избежать. Причины взрывов, крушения пока неизвестны. Итальянская прокуратура рассматривает несколько версий. От технической неисправности и столкновения до детонации боеприпаса. Говорят даже о якобы заминированном корпусе судна. Совпадение или чей-то сигнал? Ведь именно теневой флот используется Россией, чтобы обходить санкции и тайно торговать нефтью. Как вы думаете, это российский саботаж или саботаж против России? Может быть, это вообще не саботаж? Пишите в комментарии свои мысли. Беларусь в войну не пойдет. Латвийская разведка удивила прогнозом. Местные спецслужбы уверены, Беларусь в войну России против Украины не полезет. По крайней мере, в ближайшем будущем. Почему? Ну, тут все просто. Лукашенко понимает, что это будет смертельный удар по его власти. Народ категорически против, экономика и так на грани, а Москва уже не тот брат, что раньше. Такой шаг стал бы существенной угрозой внутренней стабильности страны и позициям Лукашенко, особенно учитывая, что белорусское общество категорически против прямого участия Беларуси в боевых действиях. Но это не значит, что Минск перестанет быть марионеткой Кремля. Латвийская разведка уверена, даже если Лукашенко уйдет, Россия продолжит держать Беларусь в своих клещах. Вопрос только один: насколько долго это продлится. Такого никто не ожидал, но Евросоюз может выделить Украине невероятные 700 миллиардов евро на военную помощь. Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе. Для этого необходимы жесткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильный блок НАТО и прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Анна-Лена Бербак добавляет, что немцы твердо стоят на стороне Украины, и с момента начала полномасштабной войны Европа уже передала Украине 134 миллиарда евро, и это не предел. Но министр иностранных дел Германии дает понять, мир придет только через силу. Хватит ли у Европы решимости не просто давать деньги, а действительно добить агрессора? Но, несмотря на все, многие считают поддержку ЕС недостаточной. К примеру, такое заявление сделал глава концерна Rheinmetall. Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми. США ведут переговоры с Россией, а ни одного европейца за этим столом нет. Стало очевидно, что европейцы в этой ситуации – дети.
спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.